Добрый вечер, уважаемые телезрители. Многие из вас уже знают, что в этом году сборная Абхазии по футболу будет участвовать в чемпионате мира. Правда, не в Бразилии, а в Швеции. Чемпионат организовывает Международная федерация, в которую входят непризнанные ФИФА национальные футбольные федерации. Мы вам расскажем все подробности, а для начала позвольте представить вам гостей в студии. Марайн Селис, директор департамента по связям с европейскими СМИ. Саша Дюркоп, генеральный секретарь КОНИФА. Председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму Республики Южная Осетия Сергей Засеев. Президент Федерации футбола Абхазии Джемал Губаз. И президент футбольного клуба «Динамо Сухум» Астамур Адлиба. Мы рады приветствовать всех в нашей студии. И позвольте представить также человека, который будет нам помогать в общении с нашими не русскоговорящими гостями. Это Амина Эник. Мой первый вопрос будет адресован представителям КОНИФА. Какова цель вашего визита в Абхазию? Our main aim of the visit to Abkhazia is to see the facilitations here, the stadium, and of course the country. Наша главная цель визита в Абхазии – это увидеть, насколько развита инфраструктура, посмотреть стадионы, спортивные базы, спортивные центры и многое другое. Because we just wanted to make our own picture of the country, of the people living here, and we'll promote that in the world now and write a long report about that. Так как мы хотим иметь свою собственную картину о том, какая это страна, о людях, проживающих здесь. И потом мы будем писать отчет о своем путешествии по Абхазии. Наверное, вы уже проинформированы о футбольных традициях Абхазии, наверняка вам уже об этом рассказывали. Действительно, нам есть чем гордиться, есть футболисты, о которых мы с гордостью рассказываем. Ситуация на сегодняшний день сложилась такая, что это распад Союза, послевоенная разруха, блокада. И вот с учетом именно всех этих факторов, как вы можете оценить состояние нашего сегодняшнего футбола? Исходя из того, что вы увидели за это короткое время, исходя из того, что вы услышали. Well, we just arrived today, so we didn't see a lot about the football in Abkhazia. We will see much more tomorrow when we visit the match of the national team. На самом деле мы приехали сегодня, и мы не так много уже увидели и услышали о футболе. Завтра в течение всего дня мы будем проезжать многие объекты, посетим всю инфраструктуру. But from all we've heard until now, the football in Abkhazia is quite on a good level, and the organization seems to be very professional and backed by the people and the government, which is very important for us. Но из того, что мы сегодня увидели и услышали, мы можем сказать, что наверняка уровень футбола в Абхазии очень высокий, организация хорошая и поддерживается руководством и народом Абхазии, что очень приятно. Об этом мы еще поговорим, а сейчас я хотел бы задать вопрос министру спорта, можно так коротко называть? Как вам удобно. Министру спорта Южной Осетии. Сергей Иванович, нам всегда приятно видеть гостей, в принципе, вы уже не гости, из Южной Осетии. Как я понимаю, ваш визит, нынешний визит в Абхазию носит рабочий характер. Об этой организации в Южной Осетии узнали благодаря Астамуру. Он сообщил, что есть такая организация, к которой уже обратилась Федерация футбола Абхазии, и мы с интересом восприняли эту информацию. Мы сразу же нашли контакты Саши, и мы с ним связались, мы общались с ним через электронку, и, в общем, обсудили все детали, и договорились с ним о встрече, поскольку он не может заехать и в Южную Осетию, одним разом посетить оба государства, поэтому мы решили, что я приеду сюда, и мы вместе здесь обсудим все вопросы, которые нас интересуют. В этом году вы не успели подать заявку? Да, мы слишком поздно подали заявку, к сожалению, да, но мы стали полноправными членами этой организации. Я надеюсь, что при дальнейшем тесном сотрудничестве у нас, в принципе, есть огромные шансы на будущий год попасть на этот чемпионат. И вновь возвращаясь к тому вопросу, о котором мы говорили выше, Джемал Резович, насколько на сегодняшний день наша страна инфраструктурно, в плане инфраструктуры, развития полей и так далее, готова к проведению игр международного уровня?
Но игры международного уровня, мы, инфраструктура наша подготавливается. Ну и в ближайшее время, я думаю, что они будут достойны всем международным играм и стандартам тоже, наши поля. Я могу что сказать? Я хочу просто выразить свое мнение по, наверное, этому чемпионату, да, который впервые предоставляется возможность Абхазии выставить свою сборную национальную, и причем самый главный момент в этой истории в том, что мы можем выставить полноценную команду из всех абхазских футболистов, которые принимают участие за границей. Это немаловажный очень такой момент, потому что сборная Абхазии будет состоять не только из наших футболистов. Вот именно в этом-то вся ситуация интересная заключается в том, что в российском чемпионате, а наши футболисты в большей своей степени играют в российском чемпионате, там наступает перерыв. И мы с Джумалом общались уже с нашими легионерами, так их назовем, да, или как их выразить, людьми, которые играют за границей. Они все с огромным удовольствием поддержали эту идею. Вчера, например, Руслан Аджинджал, когда об этом узнал, он, в принципе, слышал об этом до этого, но не знал, что настолько серьезно вся ситуация зайдет. И вот он как бы вчера, он говорит, хоть и у меня перерыв, а я уже столько лет играю в футболе, я готов еще раз приехать, сесть на сборы, подготовиться, возглавить эту команду и поехать в Швецию. Ну, как вы понимаете все, Руслан Аджинджал это полкоманды, да, это премьер-лига российского чемпионата, это игрок мирового уровня, как, например, в нашей подгруппе Лапландия, да, и мы очень знаем и слышим, что у них один футболист из Брюгге, мы также и гордимся с нашим Аджинджалом, который, надеюсь, что возглавит команду и поведет ее к победе. Поэтому очень важный момент, что мы вообще на этот чемпионат едем. Поднимем флаг абхазский, гимн, герб, это Европа, я не знаю, мне кажется, что это очень серьезный шаг вперед. И если все это удачно получится, а мы пока на стадии развития этого всего, то будет здорово. Астамир Борисович, вы один из идейных вдохновителей. Мы совместно это все организовали. Да, ну вот давайте небольшую предысторию расскажите нам, как это все произошло. Предыстория такая. Мы с Джумалом хотели организовать чемпионат среди 4 стран. То есть Южная Осетия, Карабах и Приднестровье. И Абхазия. Ну и Абхазия, само собой, разумеется. Хотели создать аналогичную организацию ФИФА со штаб-квартирой в Сухуми. И пригласить три команды. Ежегодный чемпионат проводить потом по этим странам. То есть мы уже к этому готовились, как вдруг случайно на меня выходит Саша. Выходит он через наш сайт динамовский, связывается со мной, и мы начинаем с ним переписку. И у меня создалось впечатление, что как будто бы он сидел, когда мы с Джумалом это обсуждали, и подслушивал. И то, что мы хотели с ним сделать, он один в один начал рассказывать мне, что они уже это все создали, что это международная организация, зарегистрирована в Швеции. Ну и когда я услышал, что чемпионат проходит в Швеции, когда я узнал, что это иностранцы, это европейцы, нам, конечно, стало интересно. Плюс там большое количество стран, которые живут в Европе. Мы очень хотим, чтобы о нас узнали в Европе. И, соответственно, мы все наши планы сдвинули уже на второй план и начали активно с ними сотрудничать. Я уже полгода с Сашей общаюсь, мы с ним друзья уже, поэтому мы пришли к одному. У нас вроде все получается, нас все поддерживают, пока я еще не слышал, кто бы нас не поддержал. Были какие-то там технические проблемы. У нас самая большая проблема, я переживаю за визы, потому что все знаете, что иногда были проблемы с этим делом. Иногда европейские страны отказывали в визах тем гражданам, которые получали паспорта именно в Абхазии. Да, вы знаете эту ситуацию. Но надеюсь, они уверяют нас в том, что будет все нормально. В таком случае хотел бы задать вопрос нашим гостям. Не знаю, кто из вас будет на этот вопрос отвечать, но возможно ли какие-то проблемы у нашей сборной в организационном плане, поскольку, конечно же, наша дружественная в кавычках соседка через реку Ингур без внимания этот факт, конечно же, не будет оставлять, и наверняка будут какие-то протесты посылать. В связи с этим, возможно ли какие-то проблемы в нашей сборной? To be honest, I think the most important fact is that the Abkhaz people want to play this World Football Cup. Честно говоря, я хочу начать с того, что самая важная вещь заключается в том, что абхазский народ хочет вообще играть в данном
чемпионате. And of course, like with all of our members and the teams of the World Football Cup, there will be some issues. Конечно же, как и со всеми членами нашего кубка, как и со всеми другими командами, возникнут, я уверен, немало проблем. But we will do our very best to solve all those issues. Но мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы разрешить эти проблемы. Together with Mr. Astamur and all the support from Abkhazia. И со всей той поддержкой, которая сегодня видна в Абхазии. And we are in steady contact, for example, with the immigration office because of the visa. И я уже наладила контакты с департаментом по иммиграции касательно вопроса получения виз. And we also already had a protest letter from Azerbaijan about the participation of Nagorno-Karabakh. И мы уже получили, например, письмо протеста из Азербайджана для участия Карабаха в данном чемпионате. And we reached that we could, together with FIFA and the Swedish Football Association, deny that request to put Nagorno-Karabakh out of the tournament. И мы все-таки сумели прийти к следующему результату вместе с FIFA и со шведской национальной сборной. Мы смогли написать ноту протеста на это письмо, и все-таки Нагорно-Карабах будет принимать участие в турнире. So we are used to that, but we are used to problems, but we will be able to tackle them all. Мы привыкли к тому, что мы сталкиваемся с проблемами, и мы будем с ними работать. Понятно. А сколько лет существует организация? It was established just last year. Эта организация была основана всего лишь в прошлом году. In May, but all the people working in it. Но люди, которые работают в данной организации, work in the field of football outside они в свою очередь уже работали в сфере футбола за пределами FIFA for 5 to 10 years от 5 до 10 лет. То есть имеется в виду НФБ, наверное, да, организация, которая проводила чемпионат? Some of them had a position in the NF board, some of them Некоторые из were них advisors. работали в этой организации, либо были координаторами, либо советниками. Ну да, то есть 3 чемпионата уже прошло, насколько мы информированы, да? То есть они проводили в 6-м, 8-м, по-моему, и в 10-м. Было просто маленькое количество команд. И не было такой рекламы просто, как сейчас. Absolutely, under the auspices of the NF board, and one of our goals is to put it on the next level because it was kind of amateur football, and we want to get it more professional. Да, совершенно верно вы говорите. Просто наша цель – это повысить уровень этого футбола на планку выше, и это то, чем мы занимаемся. And more international, сделать его более международным и сделать его мировым. Мы хотим задать еще один вопрос нашим уважаемым гостям. Южная Осетия, как вы знаете, является нашей очень дружеской республикой. Страной, давайте, может быть, я неправильно выразился. Мы очень хотим, чтобы она тоже приняла участие. Что должно произойти для того, чтобы Южная Осетия все-таки приняла участие в этом чемпионате? В этом году? Вот именно в этом году. Unfortunately, it's impossible. We only have a limited number of teams in the tournament. К сожалению, это будет невозможно, так как у нас есть определенный регламент с команд, которые могут принимать участие в данном чемпионате. And as you know, we had an annual general meeting where all the football federations gathered and voted for the last 2 places in the tournament. И как вы знаете, у нас всегда организуется встреча, на которой выбираются 2 последние команды, которые будут принимать участие в турнире. And unfortunately or luckily, Abkhazia and Nagorno-Karabakh won that. Я не знаю, к счастью или к сожалению, но именно Нагорно-Карабах и Абхазия получили эту квоту. But of course, we will try to develop a good and steady connection to South Ossetia. Ну, конечно же, мы будем делать все, что в наших силах для того, чтобы то есть, если какая-то команда вдруг случайно отпадет, то вы можете тогда взять вместо нее, да? То есть вдруг по каким-то техническим причинам или финансовые трудности могут возникнуть. Yeah, they are on the waiting list. Да, они в списке тех стран, которые находятся в ожидании. Хотел как раз таки узнать, как в Южной Осетии обстоят дела с футболом. Ну, я бы не сказал, что в Южной Осетии уровень футбола настолько высок, что мы можем так везде участвовать. Но, однако, я могу с уверенностью заявить, что у нас очень много футболистов, ряд футболистов, которые играют сегодня тоже в клубах высшей лиги, премьер-лиги. Есть игроки первой лиги, национальной футбольной лиги. Инфраструктура у нас есть, да, у нас 2 поля, совершенно новых поля, то есть мы располагаем инфраструктурой.
И самое главное, у нас есть подрастающее поколение, которое должно видеть, то есть куда расти. То есть для них это что-то должно быть стимулирующее. Я считаю, что... Вы считаете, что участие в этом чемпионате это хороший стимул для развития футбола? И не только для футбола, и вообще я считаю, что если государства выходят а это на самом деле уже другой уровень, то есть это выход в Европу, и мы не должны себя лишать такого, то есть мы должны наоборот стремиться к этому, выходить на новые пространства, и будь то это футбол или другой вид спорта, или вообще просто элементарное общение людей, да, мы должны это делать. Что касается сегодня состояния футбола, к сожалению, пока регулярный чемпионат, который мы проводили обычно несколько лет уже, вот последние 2 года не проводится вот из-за существенных финансовых проблем. Но этот вопрос уже практически решен. Мы обговаривали это с руководством, с президентом республики Тибиловым Леонидом Харитоновичем. И он с энтузиазмом встретил это предложение. Он обещал всячески оказать нам помощь. Это и финансовую помощь, это, конечно, и организационная помощь, это и административный ресурс свой использовать. То есть мы надеемся на его поддержку, и поэтому практически благодаря ему я здесь нахожусь, и мы вот будем решать эти вопросы. Ну, чувствуете ли вы поддержку своих абхазских коллег? Ну, конечно. Мы сейчас напишем петицию в поддержку Южной Осетии. Если они не примут, мы выходим из мы очень тесно общаемся по этому вопросу. Да. Наши друзья могут нас понять в буквальном смысле, поэтому... Ну, а почему бы и нет? Я, например, хотел бы узнать вот что. Джемал Резович, в состав сборной он определился? Нет, еще состав сборной у нас не определился. А есть какие-то критерии, что 50% мы возьмем своих, а 50% это будут легионеры? Или вы как-то не ставите заранее? Нет, мы заранее таких задач не ставим, но будут на этот чемпионат мира поедут только достойные. И конкурентоспособные, которые... То есть никаких личных мотивов, знакомства, родственного... Даже быть не может, мы даже об этом и думать. Вы нам обещаете? Здесь по главе угла стоит... Хорошо. Я могу только назвать пару фамилий, которые претендуют. Вот, например, Африка сын, он сейчас играл в сборной молодежной. Это Сандрик Цвейба. Да, Сандрик Цвейба. И Чхапелия Ачимчирский. Чхапелия стал лучшим игроком за сборную России. Он получил на Гранаткино сейчас... Я думаю, что они будут привлечены. Сборная России имеется в виду какая? Молодежная сборная. До 21 года. А Сандрик, он защитник? Центральный защитник, а полузащитник. То есть они очень такие интересные ребята, с ними общались, они готовы и хотят ехать. И еще раз повторяю, этот перерыв, который сейчас произошел, он нам на руку просто. Ну, главный тренер без изменений. Мы надеемся на него, да. Надеюсь, что... Еще хочу добавить, что прежде всего, кто поедет на чемпионат мира, эти футболисты думать будут о стране, о родине, как и о молодежи, кто после них поедет туда, чтобы прославить, чтобы, как в конце концов, гимн страны, флаг страны, Европа, выход в Европу. И я думаю, что достойно должны все. А с формой определились? С формой, это форма, у нас все определено, но мы будем, я думаю, что новое. Задействуем лучших дизайнеров. Да. Но форму мы хотим как бы приближенно к нашему национальному флагу. Хотим вот такие вот оттенки. И трусов, и маек подобрать. Ну, форма, во-первых, есть у нас, мы уже играли, у нас зеленый цвет традиционный, мы уже провели, с Южной Осетии, кстати, мы играли с Карабахом, мы играли с Кубанью, мы провели много игр. А вот когда... История сборной сейчас, да, история сборной, она уже насчитывает, как вот, например, Саша, когда вешал, значит, информацию про Абхазию, он, кстати, очень грамотно все написал, и там очень интересно и объемно все, и там все написано. Четко и правильно, они молодцы, сформулировали очень грамотно. За нас провели даже какую-то работу. Какие-то вещи я сам, например, не знал. Ну, главный тренер остается без изменений, это Джума Кварацхелия. Да. А будут ли проводиться сборы? И где? Обязательно. Где? Обязательно мы решим, где. Ну, я думаю, что начнем в Абхазии, а потом будет... Ну, в Абхазии где это будет? Это будет в Сухуми? В Сухуми, может быть, да, в Сухуми. А на каких полях вы будете тренироваться? Мы будем на естественных, только на естественных полях будем играть.
и тренироваться тоже. Потом мы планируем выезды в Сочи, сюда пригласим команды сильные, достойные, чтобы посмотреть, какие у нас будут слабые места. То есть какие-то товарищеские игры будут? Да, мы рассчитываем пару игр, чтобы сыграть с сильными командами. Это будут из Сочи команды? Из ближнего зарубежья, кто согласится, с теми будем мы играть. А с Южной Осетии еще раз? С Южной Осетии с удовольствием. Южная Осетия обиделась. С удовольствием. Я так не думаю. Я все-таки, мы разговаривали, то есть у нас есть тоже, кстати, Астамур Борисович, это его близкий друг, Хсар Бикоев, который играл и за сборную СССР, который прошел курсы, квалификацию, он закончил высшие тренерские курсы, он недавно был в Испании, там тоже стажировался, в общем, он работает с детьми уже. И он, на самом деле, очень сильно заинтересован, и я надеюсь, что именно его мы будем приглашать в качестве главного тренера сборной. И насколько я его знаю, что тем более лучше его знает Астамур Борисович. И вот мне кажется, что мы сегодня как раз обсуждали с ним Хсара Бикоева и практически сошлись во мнении, что этот человек преданный своему делу, очень требовательный и очень скрупулезный в своем деле, да, я так сказал. И самое главное, он просто рвется в бой. Да. Его знают все абхазские футболисты, он играл в Динамо Тбилиси, Асмарал был такой клуб, в Премьер-лиге играл, да, высшая лига. Нападающим играл. Потом эта команда развалила. Я хочу узнать у наших гостей, что будет ждать сборную, когда она приедет в Швецию. Прилетела сборная Абхазии на чемпионат. Их встречают в аэропорту. Как дальше происходит это все? Может быть, не Саша, может Марайден расскажет, потому что он молчит все время. The program, like on Sunday, there's an official opening ceremony. It will be something like the ceremony on the Olympic Games. В воскресенье будет церемония открытия. Она будет приблизительно такая же, как, например, открываются Олимпийские игры. So every team will get the opportunity to show themselves to the world. Шанс показать себя. With their national song and their national flags. Свой национальный флаг, национальный гимн будет петься. So after the ceremony on Monday, the tournament really begins. И после церемонии открытия с понедельника начинается чемпионат. So and during the week, the 12 teams will play against each other. Будут играть друг с другом. На одном футбольном поле. There will be one football field. Yes, in the stadium of Östersund. It's a stadium where can be played football games for Champions League. So it's a stadium that is possible to play Champions League games. Это такой стадион, на котором можно играть мировые чемпионаты, лиги и международные игры. So during 7 days, that stadium will be the arena to make out which of the 12 teams will be the first. В течение всей недели этот стадион будет ареной для того, чтобы познать, какая команда будет лучшей. So will be the first winner of the first CONIFA World Football Cup. И кто будет первый победитель в первом чемпионате CONIFA. So on Sunday there's a final, but also a big party to bring all the teams together. В следующее воскресенье будет очередное мероприятие, которое пригласит всех команд. So we hope to see nice football, but we hope to see also that the 12 teams can end the tournament as friends. Мы хотим увидеть только хороший футбол, мы хотим также увидеть, как 12 команд, 12 игроков закончат футбол и будут хорошими друзьями. We hope the final will be the beginning of 12 teams who are friends and can play international friendly games together for the following. И, возможно, конец этого чемпионата будет началом дружбы 12 команд и их дальнейших дружеских матчей. Скажите, какой-то интерес есть уже к этим играм? Там как, билеты будут продаваться? Is there any interest in this championship, in this tournament? I'm working myself as a journalist in Belgium. Я работаю журналистом в Бельгии. And Belgium does not participate in the CONIFA World Football Cup. И Бельгия не принимает участие в чемпионате CONIFA. But there are a lot of people who call me or sending me emails to ask what it's all about. Людей, которые позвонили мне и прислали письма, спрашивая об этом чемпионате. So there will be probably around 200 journalists in Östersund. И будет около 200 журналистов, которые приедут в Östersund. The first tickets are getting sold right now at the moment. Первые билеты уже были проданы. So there are also sold already
TV rights to the уже были проданы права на трансляцию to a lot of countries. Многим странам. So I think there's a lot of attention for the first World Football Cup. Я уверен, что будет большое внимание первому чемпионату КОНИФА. Maybe I can add that mainly after the draw of the groups, the intention raised immediately and enormously, and we have been mentioned in media like in Belarus or Malaysia, Gambia did a lot of articles about us. So everywhere in the world, even to countries not at all connected to the participating teams. Мы хотели подчеркнуть, что огромное количество стран, даже те, которые не участвуют в КОНИФА, уже показывают огромный интерес в данном чемпионате и написали немало статей об этом. Скажите, то есть получается, что из Абхазии болельщики могут приехать, не только из Абхазии, чтобы поддержать свою родную команду? To participate and to be part of this championship and to see their team. И что для этого нужно, чтобы купить билет? Да, конечно же. What are they supposed to do for that? Do they need to do they can buy tickets online on our homepage for the World Football Cup, which is worldfootballcup.org. Они могут купить на официальном сайте, на нашем официальном сайте, либо вообще в онлайн билеты на данный чемпионат. Или же спросить у Джамала Резовича и Астамура Борисовича, каким образом попасть на чемпионат мира, чтобы поддержать свою родную команду. Я надеюсь, что они все организуют очень грамотно, чтобы люди могли приобрести билеты. Единственный вопрос, это нам нужны визы, еще раз повторяю. И, наверное, посольство Швеции пойдет навстречу. При приобретении билета шведское посольство будет выдавать визы. Должно быть так. По крайней мере, мне так кажется. Если они эти правила смогут установить, то тогда все будет нормально. Потому что я знаю точно, что много желающих абхазцев, которые говорят, если вы поедете, то мы хотим полететь. Посмотреть, в Швеции интересно людям посмотреть. То есть уже многие хотят поехать. Очень много желающих, не знаю. Боюсь, что мы можем занять 200 студентов. Что они будут делать-то? А кто в Абхазии останется тогда? Вот если полный стадион Абхаза будет. Есть ли у вас, у организации свой гимн, и звучал ли он в телерадиопередающих средствах массовой информации в Европе? We just had a song contest to search for an anthem for 2014. Мы совсем недавно организовали, так скажем, тендер на выбор лучшей песни, которая была бы гимном нашего чемпионата, нашей организации. We did a pre-selection. You can still elect between the top songs online. Это еще они еще не выбрали лучшую песню, но уже идут выборы, и уже сейчас можно увидеть. Закрыто? Нет, уже в онлайне. То есть или еще можно подавать заявку? Нет, can you apply to having a song, or you can just... Not anymore. Нет, уже нельзя, можно увидеть голоса. Ну, насколько я знаю, мы имеем возможность, да, какую-то, назовем так, шоу-группу, да, или какую-то группу пригласить. Я, насколько помню, мы когда общались, вы говорили, что вы готовы, да, то есть, чтобы наша группа приняла... Ну, или это певцы, или это музыканты, или танцоры, я не знаю, да. Может быть, мы сейчас воспользуемся возможностью телевидения и попробуем пригласить кого-то. Additional to the football, we want to create like Olympic Village, and part of that is to have a lot of cultural acts like musicians, dancers. You can send in movies. We will show in the cinemas in Östersund. Вдобавок к футбольным матчам данная организация хочет создать атмосферу олимпийской деревни. И каждый день в течение всей недели будут проводиться культурные мероприятия, песни, концерты и другие соревнования. So our biggest wish is to create in such a pretty small city of Östersund an international flair, international community during that week. И наше такое большое желание это в городе Östersund создать какое-то международное сообщество, которое бы находилось и жило своей атмосферой. And of course to give you the chance to represent your people and your culture, but also learn about the other participants. И безусловно дать вам шанс представить себя, свою страну, свою культуру и услышать и узнать о других. Ну, практически олимпийское движение. First of all, I want to like Mr. Astamur Labor again for getting in touch with me. Я хотела бы в первую очередь поблагодарить господина Астамура Лейба за то, что он связался со мной. I have to say that Abkhazia is a very important member for us, being an independent nation. Безусловно, хочу подчеркнуть, что Абхазия для нас это очень важный член нашей организации. So we tried to get into contact with the Abkhazian football for like 6 months before you mailed me.
Честно говоря, до того, как Астамур связался с нами, мы уже более 6 месяцев пытались как-нибудь связаться с Абхазией, с абхазской командой и с представителями спорта в Абхазии. И мы очень рады, что у нас есть возможность пригласить вас на футбольный чемпионат. И мы очень рады, что у нас есть возможность находиться здесь в Абхазии и говорить о нашем будущем. Я более чем уверен, что у нас будет возможность увидеться с вами еще раз не только в городе Östersund, но также и здесь, в Абхазии. And last but not least, again, I'm sorry for South Ossetia that the voting was closed for them. Еще раз хотел бы извиниться за то, что Южная Осетия не сможет принять участие, потому что подача заявки была слишком поздной. But nevertheless, I will но как бы там ни было, я буду делать все, что в моих силах для того, чтобы каждый член нашей организации мог принимать участие как можно больше в любых мероприятиях. Мы хотим поблагодарить, пользуясь случаем, хотим их поблагодарить за приглашение на чемпионат мира. Спасибо большое. Я хочу сказать такую вещь, что мы вот сейчас с Джумалом ведем переговоры, чтобы Сашу уговорить и переманить, и в следующем году провести у нас такой же чемпионат. Потому что он уже профессионально знает это дело. Если он к нам приедет и поможет нам организовать такое мероприятие, а все наша инфраструктура готова будет к этому, тем более мы будем к этому, я как раз хотел спросить. Я не сомневаюсь ни на секунду, что наш VIP-стадион будет к этому готов. Ну, я бы не хотел соперничать с вами, потому что мы уже с Сашей заранее говорили уже, что мы будем проводить такой чемпионат. Вот здесь мы можем испортить отношения. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо всем, спасибо, друзья. Мне остается только сказать, болеем за наших. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.